средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Всем привет, с вами радио Крым Реалии, и мы продолжаем в наших эфирах говорить о том, как крымчане и крымские татары идут в Верховную Раду Украины. С вами Катерина Некречия, и мы напомним, что вы можете участвовать в этом эфире на полноценных правах вместе с нашими гостями, вместе с ведущими, абсолютно со всеми. Для этого вам достаточно зайти в YouTube или Facebook для того, чтобы написать комментарий с вопросом или вашим комментарием каким-то, да, вот что-то у вас возникла своя мысль на этот счет, который мы обсуждаем, на эту тему, вы можете таким образом поучаствовать. Я буду по мере возможности следить за тем, что вы пишете, и что-то интересное озвучивать в этом эфире. Также вы можете поучаствовать в этом эфире, позвонив к нам по телефону, бесплатному для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. Это ваша возможность, дорогие мои, задать вопрос в прямом эфире, прокомментировать ту или иную тему и поучаствовать в этом эфире. Также может звонить к нам в эфир вся Украина по номеру телефона 044 490 31 18. Прямой эфир. Мы сегодня будем говорить, собственно, с Мустафой Джемилевым, который уже в нашей студии. Мустафа, здравствуйте. Добрый день. Лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины, очень много регалий и прочего. Но мы будем сегодня с вами говорить о новой Верховной Раде, да, и, собственно, о том, кого туда делегируют вот Меджлис крымско-татарского народа, потому что мы уже видим по новостям, по множеству разных материалов, интервью, что есть уже какие-то люди, которые, очевидно, да, могут пройти, могут не пройти. Вот, например, мы знаем, что вы идете в списке вместе с Ахтемом Чийгозом в списке партии Петра Порошенко. Мы знаем, что председатель Меджлиса Рифат Чубаров стал третьим номером в списке партии «Сила и честь» Игоря Смешка. И есть еще другие представители, мы обо всех сегодня поговорим. Вчера у нас в студии, кстати, например, была Тамила Ташева, которая идет в «Голосе» с Вакарчуком. Есть еще и Минет Джапар, который идет с Гройсманом, да, там много представителей правительства нынешнего, но в том числе, собственно, пройдет она или нет, это большой вопрос. И хотелось бы начать, знаете, с чего? Вот этот момент, когда перед президентскими выборами Меджлис поддержал тогда действующего президента Петра Порошенко, да, и во время президентских выборов было однозначно, вот, что Меджлис поддерживает конкретного кандидата. А если мы смотрим сейчас на парламентские выборы, видим, что впервые Меджлис вот своих представителей или там молодежь крымско-татарскую, которая не есть в Меджлисе или в Курултае, делегировала в разные списки абсолютно, да, то, по-моему, Ильмий Умеров даже сказал, что вот разложили яйца в разные корзины. Есть ли здесь какой-то диссонанс вообще между тем, какой политика Меджлиса была вот во время президентской кампании, да, и сейчас во время парламентских выборов? Или это просто попасть в Верховную Раду любыми возможными путями? До оккупации ситуация была совершенно иная. Мы, как правило, на парламентских выборах шли с определенной политической силой. Было у нас определенное количество электората, который голосовал за эту политическую партию, и они вносили проходную часть своего списка наших представителей. Сейчас ситуация изменилась, у нас электората нет, электорат в Крыму оккупирован, если могут выезжать на выборы, несколько сотен человек только. Поэтому здесь для нас не имеет значения, с кем. Имеет значение. Конечно, у нас в первую очередь принципиальное, мы никогда ни при каких обстоятельствах не пойдем, с пророссийскими какими-то политическими силами. И при определении, кого куда делегировать, мы смотрим, что это за политическая сила, кто за ними стоит и каковы их, в общем, видение Украины, каков путь они. И на этот раз мы... Во-первых, мы заинтересованы, конечно, чтобы как можно было больше представителей коренного народа Крыма в парламенте, потому что тему Крыма постоянно освещать необходимо, а это могут сделать лучше всего представители самого этого народа. А в 2014 году, вы, наверное, помните, Порошенко обращался ко всем политическим силам с призывом, чтобы они в проходные части своих списков включали представителей оккупированного Крыма. Немногие это сделали, а от представителей крымско-татарского народа были включены только 2 человека в список Порошенко. На этот раз несколько политических сил
выразили желание, готовность включить представителей крымско-татарского народа в свои списки. И мы действительно делегировали «Голос» Вакарчука, «Сила и честь» Смешко, «Блок» Гройсмана, «Народный рух Украины», который, конечно, маловероятно, что он пройдет. Партия зеленых, в которой Гаяна, да, и Партия Юг зеленых сильно. тоже маловероятно, что пройдут. Одним словом, несколько политических партий, но проходимость... Я перебью вас, прошу прощения. Это партии, которые обратились к вам, Да. да, чтобы вот вы кого-то делегировали? Или они обращались с конкретными уже выразили фамилиями? желание, скажем так. Мгм. Но вообще-то, конечно, хотелось бы, чтобы Рифат Чубаров, например, не очень хотел, чтобы уходить из блока Порошенко, потому что все время они были вместе, да и потом мы же сделали заявление на президентских выборах в поддержку Порошенко. Это не просто мнение Меджлиса, это мнение наших соотечественников в Крыму, с которыми мы постоянно поддерживаем связь. И мотивировано это было тем, что именно Петр Порошенко более активно говорил о деоккупации, везде тему Крыма, будь то на Генеральной Ассамблее ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы он выступал, и тему восстановления национальной территориальной автономии он создавал рабочую группу по внесению изменений в Конституцию. Одним словом, были все основания для того, чтобы крымские татары поддерживали Порошенко. Я вам скажу, что многие так возмущены в легкой форме так точно тем, что вот Рифат Чубаров, он не в списке Петра Порошенко, да, а в какой-то другой политической силе. Да. И он сам не хотел, вы говорите, Он покидать. сам тоже не хотел, но сейчас же тенденция новых лиц. Ахтем Чийгоз яркая личность, освободился с помощью Порошенко. Он очень ярко поддерживал Петра Порошенко во время президентской гонки. Да, и будучи в тюрьме тоже, он все время подчеркивал: Порошенко, ты наш президент, поэтому это тоже, конечно, имело значение. Правильно ли я понимаю, что Петр Порошенко выбрал свой список Ахтема Чийгоза, а не Рифата Чубарова? Или предложили просто какие-то места, которые могут быть непроходными? Да, он Чубару тоже предложил свое место в списке, но нам показалось, что это на грани риска, большого риска. И нам показалось, что Смешко более вероятно, что он пройдет, тем более, что он первую пятерку его берет. Но, может быть, мы и ошиблись, не исключается. Потому что сейчас, как показывают рейтинги, пока «Сила и честь» не переходит 5% барьер. Ну, будем надеяться, что все-таки пройдет, и он тоже станет. Это будет большая потеря не только для нас, но и вообще для парламента, потому что Рифат Чубаров — это все-таки фигура очень такая значимая. Здесь нет какой-то обиды или недопонимания с Петром Порошенко относительно того, что он так фактически пренебрег человеком, который на протяжении последних 5 лет был рядом, был близко, является одним из ярких голосов Крыма, крымско-татарского народа? Но если посмотреть тот список, который сейчас полный, там 50 человек, ну, конечно, каждый, как говорится, своя рубашка ближе к телу, но если быть объективным, конечно, Рифат Чубаров должен быть очень впереди, по крайней мере, первой десятки. Но так, мы не можем сейчас говорить, чтобы Петр Порошенко заполнил весь свой список крымскими татарами. Это понятное дело. И, как я уже говорил, тенденции на новых лиц, и он назвал его третьим. Хотя я ему, Петру Алексеевичу, говорил: слушайте, давайте вместо меня Чубарова. Мне не обязательно быть депутатом, в моем возрасте уже не очень прилично динозавру с 75-летним быть депутатом. Я уже 20 лет отсидел, говорится, 15 там в зоне, а тут еще 20. Но он сказал: нет, я хотел увидеть ваши списки. Вот так получилось. Но, с одной стороны, очень хорошо, что в разных политических партиях, фракциях будут наши люди. Она, скажем, при принятии каких-либо документов, связанных с Крымом, с коренным народом Крыма, они могут более эффективно обеспечивать поддержку этих фракций по обеспечению их прохождения в Верховной Раде.
Вот сейчас мы поговорим примерно о том, кто может действительно попасть в Верховную Раду из представителей Меджлиса и из молодых лиц крымских татар. Мне говорят, что у нас есть звоночек из Москвы, кстати говоря. Наверное, это постоянно наш слушатель Александр, я так уже угадываю. Александр, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий, прошу только очень коротко. Да, Екатерина Кречик, как всегда, приятно вас слушать. Ну, уважаемому гостю хочу, во-первых, здоровья пожелать. Вы великий человек, и дай Бог вам здравия, и чтобы все у вас было так, как надо, и все будет Украина, как говорится. А теперь у меня два вопроса к вам. Первое. Каких подлостей вы ждете от нашего, так скажем, фейкового государства, точнее не государства, а администрации? И второе, у вас нет опасений, что, конечно, это не мое дело, но я это наблюдаю, что может победить Медведчук, кум нашего господина дорогого, и вот он третий канал купил и так далее. И каковы будут ваши действия, если много наберет вот эта партия? А говорят, типа, что там может около 10 или сколько-то процентов. Вот какие действия, и не кажется ли вам, что само государство украинское и до этого, и сейчас не очень хорошо, следит, что вот такие негодяи приобретают каналы и так далее. А вам, Екатерина Кречик, как всегда, удачи и радио Кремляне. И поздравляю, что когда-либо у вас будет средние волны. Да, это тоже Александр, очень отрадно. скоро будут, спасибо большое, скоро будут, действительно все ждем. Мустафа Джемилев вот сейчас вам ответит. Спасибо, Александр, за вопросы. От вашего государства, от вашего руководства всяких подлостей, конечно, мы ждем. Вообще прогнозировать действия руководителей того или иного государства обычно прогнозируют как? Исходя из национальных интересов этого государства. Но если бы, скажем, Путин исходил из своих национальных интересов, он никогда не должен был портить отношения с Украиной, воевать и оккупировать территорию, потому что сколько бед это принесло самой России, всем прекрасно ясно. Этот человек не руководствуется интересами российского государства, и тем более российского русского народа. Это человек, который хочет обязательно быть у власти и быть популярным. А популярным сейчас он на той волне, что вот объединение русских земель в таком плане. И он делает очень такие иррациональные вещи, поэтому можно ожидать от него любых сюрпризов, в том числе очень наносящий большой ущерб самим интересам России. И наша задача, конечно, быть готовым ко всем его неожиданностям. Что касается Медведчука и других пророссийских сил, такое у нас демократическое государство. Мы не можем, как в России, только потому, что у него там такие взгляды, применять какие-то репрессивные меры. Да, к сожалению, вот они в свое время накопили, очень наворовали много денег, они могут что-то скупать. А вот юридических основ для того, чтобы вот это вот остановить, мы пока не можем. Вот сейчас, скажем, после вот этих президентских выборов что-то активно начали возвращаться вот эти януковские пророссийские силы, и каких-либо механизмов противодействия у нас пока, по-моему, нет. Но я не думаю, что они будут представлять какую-то угрозу нашему государству. Максимум они там на выборах наберут 10-11%, будут, наверное, какой-то фракции, но по большому счету украинское государство, украинский народ достаточно зрелый, и каким-нибудь там, скажем, обратным ходам, тому курсу, который мы провозгласили на евроатлантическую интеграцию, они повлиять не смогут. Мустафа Ага, вот мы уже поговорили о том, как экс-президент Петр Порошенко формировал список, учитывая ваше имя, Рифата Чубарова, да. А что с ныне действующим президентом, с Владимиром Зеленским, да, потому что получается, что по списку его партии «Слуга народа» нет никого из представителей крымско-татарского народа. Вы уже ранее говорили о том, что когда обратились они и хотели очень сильно видеть в своем списке имени Джапар, было уже поздно, потому что уже были другие договоренности, да, например. Мне говорили другие из молодежи крымско-татарской, назовем так, да, ребята, что им предлагали, например, не знаю уж через Меджлис или напрямую, да, в «Слугу народа» идти. Как так получилось, что, по сути, та же фигура имени Джапар, которая достаточно известная, яркая, с бэкграундом, она идет в партии, которую пока называют многие, да, непроходной, политической силы Владимира Гройсмана, но в «Слуге народа» нет никого из крымских татар. Этот вопрос, наверное, нужно адресовать «Слуге народа», хотя у нас какой-то аллергии к «Слуге народа» нет.
Мы, правда, заявили, что переходим в конструктивную оппозицию. И я знаю, что в окружении или сам Зеленский говорил, о чем мы такого сделали крымским татарам, что они нам оппозицию. Ну, если послушать выступление Ахтема Чигоза, например, на том же прямом канале, то можно и обидеться, наверное. Да, насчет этого, кстати, я вчера с Ахтемом говорил. Надо более дипломатичный тон. Но, во-первых, об оппозиции сам Зеленский заявил. Он сказал, что не будет иметь ничего общего с теми, кто был при старой власти, а мы старая власть, так сказать. Но, говоря о конструктивной оппозиции, мы же четко сказали, что мы не будем радоваться провалам нового президента, мы будем стараться помочь и держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема Крыма, тема деоккупации была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, мы не оппозиция, а союзники, причем очень будем такими полезными союзниками. Но, тем не менее, насколько я знаю, что в окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что надо обязательно с крымскими татарами, без них никак. А другие говорят, что вот они нам оппозиция, они нам противники, поэтому ничего общего с ним не может быть. Но, тем не менее, я думаю, в ближайшее время у нас все-таки состоится встреча. Мы все поставим точки над «и», урегулируем наши взаимоотношения. Почему еще встреча не состоялась? Я знаю, что в эфире АТР, например, говорили о том, что уже, по-моему, на уровне помощников, да, идут встречи, там какие-то согласования, но, слушайте, уже вот конец июня месяца практически на носу, да, встреча с избранным президентом, новым президентом так не состоялась. Он уже и в Германии был, и во Франции был, да, а с лидером крымско-татарского народа не встретился. Государство большое, проблем много. Он президент страны, многомиллионного государства, поэтому вполне понятно, что у него очень много дел. Но, тем не менее, конечно, вообще-то еще до того, в промежутке между первым и вторыми турами, и уже после того, как он стал президентом, но еще не было инаугурации, с его советниками, они приходили к нам в офис, обсуждали вопрос о встрече. Я тогда говорил, пока нет инаугурации, мы не пойдем к нему туда. Давайте где-то у нас в Меджлисе можно, заодно посмотрите, как мы тут... В принципе, они с этим тоже соглашались, вполне можно, сказали. Но вот что-то там изменилось. Но я сейчас, насколько я знаю, сейчас на уровне наших помощников обсуждают формат, какие вопросы будем обсуждать. Все-таки эта встреча, видимо, состоится. Что касается его списка, действительно, с их стороны не было предложений. Вернее, я предложил как-то, сказал бы, было бы знаково, если бы, скажем, свою первую пятерку или десятку включили, скажем, Наримана Джиляла, заместителя председателя Меджлиса, который живет в Крыму. Это было бы сигналом и для Крыма, для крымско-татарского народа, и для Путина. Сам Нариман Джилял на это так сказал, но потом же меня не пустят в Крым. Я говорю, Нариман, еще неизвестно, сколько ты на свободе пробудешь. А так, имея мандат депутата, а мы, тем более, мы постарались бы, чтобы ты еще был и членом постоянной делегации в этом парламентской ассамблее Совета Европы, был бы хоть какой-то иммунитет, хотя для России никаких иммунитетов нет. Но в конечном счете он сказал, делайте как знаете, вам виднее, но он не включил его. Правда, потом было предложение относительно одного нашего товарища, которого он хотел бы у себя видеть, но он был уже включен в список Вакарчука. Поэтому речь идет о Рустаме Умерове. Да. И он выразил готовность, когда уже Рустам подписался. Это знаменитый рингтон Мустафы Джемилева. Мустафа, его уже знают многие. Это мой песик там. Это ваш песик, да, лает? То есть вот были предложения относительно людей, которые уже в других списках, вы посчитали, что будет некрасиво, собственно, забирать их из тех списков. Делегирование как происходит? Это не просто вот мы там сказали, вот возьмите этого человека. Мы предлагаем несколько кандидатур, потому что у каждой партии есть свои предпочтения. Кому-то это нравится, не нравится, и вот так вот. Угу. То же самое было и Вакарчуку, тоже несколько было людей. Там еще есть люди, там, дальше, по-моему, за грани уже переходящие, это проходного есть тоже еще
представителей Крыма. Ну, смотрите, не все ведь представители, не все крымские татары, которые вот сейчас идут в разных списках разных политических сил, они являются членами Меджлиса или Курултая. Да, вот, например, Тамила Ташева, которая вчера была, она говорила, что она обдумывала, советовала со своими там друзьями, коллегами и обдумывала предложение, которое поступило, как, ну, там, и от Меджлиса, да, и о конкретной вот этой политической силе. Поэтому здесь, вы говорите в своих интервью, что вот, например, если будет какое-то спорное решение в Верховной Раде, да, и вы тогда будете решением Меджлиса говорить крымским татарам, которые находятся в разных политических силах, вот голосуйте так, например, или делайте так. А где гарантии, что не члены Меджлиса, что это крымско-татарская молодежь, назовем это так, да, она будет, не будет идти вразрез с Меджлисом? Потому что вот, например, по поводу голоса Вакарчука, Тамила сказала, что там еще нет четкой позиции относительно крымско-татарской автономии. Вот, например, да, то есть там есть какие-то нюансы, которые еще нужно обсуждать. Вот не может ли сложиться такая ситуация, что, например, вы, там, Рифат Чубаров и Ахтем Чийгоз будете говорить, надо делать, Меджлис так решил, а кто-то, кто прошел по другим спискам, но также крымские татары не являются членами Меджлиса, они будут говорить, что нет, здесь вот надо по-другому. Нет, твердой гарантии о том, что вот они будут следовать решению Меджлиса, нет даже, когда он член Меджлиса. У нас в истории было много случаев, когда Меджлис Курултай принимает одно решение, а член Меджлиса в силу своих амбиций действует по-другому. Потом его приходилось решением Курултая отстранять. Такое тоже бывает. Но мы говорим не о членах Меджлиса рекомендуемых, а рекомендованных Меджлисом крымско-татарского народа. То есть ему не обязательно быть делегатом Курултая, ну, скажем, Тамила Ташева, в силу того, что она активна, что она очень занимается правозащитной деятельностью, одним словом, по всем параметрам подходит в депутаты. Поэтому ее предложили, независимо от того, какое она отношение к Меджлису или к Курултаю имеет. То же самое относительно других. Рустем Умеров, он просто делегат Курултая. Эмине Джапарана не член Меджлиса и не делегат Курултая, но тоже очень активная, патриотичная, поэтому предлагали. По поводу автономии, да, национальная территориальная автономия, это вопрос, который на протяжении многих лет, и, как вы говорите, что Петр Порошенко делал шаги в поддержку, да, но тем не менее мы видим, что до Верховной Рады по разным оценкам, почему не дошел такой законопроект, потому что и такие изменения, потому что не было уверенности, что тот состав Верховной Рады, он проголосует за такое решение. Сейчас вы говорили, что у вас была там короткая встреча с Зеленским, по-моему, да? Встречи не было. Разговор или что, что вы поняли, что там нет понимания этого вопроса, да, что там надо еще объяснять, что это такое, зачем это надо, почему крымские татары имеют право на это, почему вы отстаиваете такую точку зрения. То есть сколько лет понадобится для того, чтобы донести действующей власти, там, президенту, а потом новое правительство и новая Верховная Рада, что такое крымско-татарская автономия, почему это надо народу, и будет ли в ближайшую каденцию новой Верховной Рады, как вы думаете, принято такое решение? Тут дело не во времени, наверное, а вот тех обстоятельствах. Например, до оккупации Крыма вообще говорить о национальной территориальной автономии узкий круг только говорил, потому что многим не воспринималось. А сейчас, кстати говоря, первым об этом сказал мне еще вот в 2014 году, когда мы в Варшаве были с Петром Алексеевичем, он говорил, что после деоккупации там должна быть национальная территориальная автономия. Теперь понятно, кто есть кто в Крыму. Сейчас, то есть пришлось Украине пережить такое испытание, чтобы наконец-то понять, что какая была совершена ошибка и чего было не сделано, и что надо сделать. Но в целом украинскому сообществу полного понимания вот этой проблемы нет. Некоторые говорят о том, что вот если будет национально-территориальная автономия коренного народа Крыма, крымско-татарского народа, попросит автономию еще и другие, там венгры, румыны, и, дескать, Украина распадется. Абсолютная чушь. Во-первых, речь идет же не о создании какой-то новой, а о восстановлении того, что было преступно нарушено в 1944 году. До этого существовала национально-территориальная автономия. А этого много не понимает. Вот
промежутке между первым и вторым турами президентских выборов у меня не встреча с Зеленским была, а я по эфиру задавал ему 5 вопросов. Да-да-да. В том числе 5-й вопрос был, как вы смотрите на восстановление национальной территориальной автономии. Вот это единственный вопрос, на который он конкретного ответа не дал. Он сказал, что, учитывая трагическую судьбу крымско-татарского народа и как крымские татары повели его сложное для Украины время, конечно же, после деоккупации должны быть созданы все условия для процветания и развития этого народа. Но по автономии он ничего не высказался. Я сам это решил, что у них, видимо, полного понимания того, о чем речь идет, нету. И очень тогда еще сказал, что надо обязательно встретиться с этим человеком и разъяснить, что к чему. И я думаю, на вот предстоящей встрече как раз-таки мы и будем говорить на эту тему. Ну вот разъяснить, что к чему, по некоторым оценкам некоторых там экспертов, не удалось и в действующем созыве Верховной Рады. Говорят о том, что не все, далеко не все депутаты понимают, зачем эта автономия, не понимают исторических аспектов, да, и многие, там первый год, наверное, после оккупации, когда говорили об этом, и у многих крымчан, в принципе, и по сути сегодня возникают некоторые вопросы, но за это время уже тема объяснена, об этом много поговорили и в разных эфирах, то есть уже больше известно, чем это было 3 года тому назад точно, да, то есть как действовать, чтобы донести до президента, администрации президента, до нового парламента, до новых депутатов, новых людей абсолютно, которые придут в эту Верховную Раду, что такое автономия, то есть как вы будете действовать, какие-то, ну не знаю, может разъяснения на бумаге написаны, распечатаны будете раздавать, или это какие-то встречи с лидерами политических сил, которые придут в парламент? Здесь, видимо, огромная роль средств массовой информации. Одним из того, что мы там будем говорить, ну, конечно, это имеет значение. Мы со всеми... на моих глазах меняется. Вот, скажем, партия радикалов Олега Ляшко категорически говорит, мы не готовы, а теперь они говорят, поддержим. Скажем, Батьковщина тоже. С Соболевым, по крайней мере, разговариваем, говорят, мы поддержим это. Ну, я не говорю по блоке, они там согласятся, если только Москва позвонит им. А другие в основном... Ну и вообще в целом общество социологические вот такие исследования говорят о том, что более половины украинского сообщества уже готово к тому, что там должна быть национально-территориальная автономия. Это очень обнадеживающий сигнал. И я опять-таки повторяюсь, очень важно, чтобы в средствах массовой информации часто говорилось о целесообразности и законности. Потому что ведь существует в мире 2 вот таких принципа. Это право народа на самоопределение, право и государства на свою территориальную целостность. Так вот, предлагается формула, это законное право, именно создания своей формы государственности в виде национально-территориальной автономии в рамках унитарного украинского государства. Это не противоречит ни тому, ни другому правилу. И вот эти опасения о том, что вот будет распад государства, ну, многие люди не понимают, что государство распадается не от того, что там соблюдает законные права своих граждан, а как раз-таки наоборот. Распадались вполне унитарные государства. К примеру, Пакистан разделился на Бангладеш. Поэтому, одним словом, очень много надо разъяснять людям. Мустафа Ага, если у вас есть еще время на 5-10 минут продолжить этот эфир, потому что есть еще несколько вопросов буквально, которые я хотела вам задать. Поэтому мы продолжим. У нас есть время у наших партнеров на украинском радио, которое вот заканчивается в 12:40, но тем не менее вы можете продолжить нас слушать на 105,9 FM. Круглосуточно, напомню, это можно делать на сайте Крым Реалии онлайн, и также YouTube и Facebook страницы для вас доступны, где вы можете задавать вопросы и писать комментарии, и если что-то интересное будет, то обязательно это прозвучит в нашем эфире. 8 810 06 926 номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма, и вся Украина может звонить по номеру 044 490 31 18. Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, в нашей студии, и мы говорим о новой Верховной Раде и о крымско-татарской автономии, собственно, о том, какая же будет Верховная Рада, есть оценки разных экспертов. Нам сейчас интересно также услышать, как формировались списки, в том смысле, вот с участием крымских татар, да, как делались те или иные предложения, в том числе, и какое вообще понимание будет у новой Верховной Рады относительно вопросов, которые так важны для крымско-татарского народа сегодня. Все это мы обсуждаем в нашем эфире, поэтому не переключайтесь, еще несколько минут Мустафа Ага будет вместе с нами.
Итак, мы продолжаем. Кстати, вы сказали, вот вспомнили не раз оппозиционный блок, да, о том, что, по вашим словам, они абсолютно подконтрольны Москве. Были ли предложения от них, например, или от каких-то таких партий, которые высказывают в некотором смысле пророссийский вектор, или от каких-то совершенно неожиданных политических сил предложения для того, чтобы крымские татары или Меджлис как-то делегировал кого-то? Нет, от пророссийских сил не было никаких предложений, они потому что заведомо знали наш ответ. Поэтому не было и вряд ли будет. То есть вариантов здесь нет. Нет. Но, например, неожиданностью стало для многих то, что Георгий Логвинский вот в списках господина Ляшко. Ну, у Ляшко позиция по Крыму у них довольно четкая, они строго за деоккупацию Крыма, и сейчас они уже воспринимают тему национальной территориальной автономии, поэтому вполне естественно. А присутствие там Георгия Логвинского, опытного юриста. Друга крымско-татарского народа, Это что безусловно. даже друг, он же вот в Народном фронте был по рекомендации Меджлиса крымско-татарского народа, так что он себя ассоциирует с Меджлисом, поэтому тут для нас тоже будет, это будет очень приятно, если он этого Ляшко, партия Ляшко пройдет барьер. Мы говорим с вами вот так вот вперемешку и о списках, и об автономии. Что, как вы видите, вообще в повестку дня, да, для Крыма в новом созыве Верховной Рады? Какие основные месседжи, пункты должны быть сделаны? То есть чему будете следовать вы, к чему будете призывать всех народных депутатов, да, и тем более вот ближайших там коллег ваших из Меджлиса или крымских татар, или крымчан, все, которые, потому что там есть и по мажоритарным, да, кругам кто-то баллотируется, кто-то по спискам. То есть здесь вот вопросы Крыма. Какие самые основные должны быть подняты и уже решены? Я так понимаю, что номер один, наверное, все-таки это вопрос автономии. Или нет? Это один из вопросов. Но вопрос деоккупации Крыма, это он очень такой глобальный вопрос. Он не только связан там непосредственно только с Крымом. Но мы можем деоккупировать Крым, освободить Крым от оккупантов при нескольких обстоятельствах. Во-первых, должно быть усиление государства в военном плане, чтобы оно могло отразить в любое время агрессию новую. Во-вторых, нам очень важна стабильность в стране, потому что любая дестабилизация – это на пользу нашему врагу. И шансы у России закрепить за собой Крым как свою территорию только в том случае, когда здесь будет такая пророссийская власть, типа Януковича, которая скажет, согласен, это русская территория, и тогда, конечно, будут сняты всякие санкции. И у вас Запада не будет оснований для того, потому что Украина сама согласилась. Вот это самые важные факторы. Ну и, конечно же, мы связываем это с курсом Украины на евроатлантическую интеграцию, на усиление санкций против агрессора. Поэтому сейчас вот эти тенденции о том, чтобы снова пустить Россию в парламентскую ассамблею Совета Европы, мы считаем шагом назад. И Зеленский, и в Берлине, и в Париже очень четко поэтому сказал. Но, к сожалению, по-моему, ни Меркель, ни Макрон остались при своем мнении, к сожалению. Особой, конечно, в этой трагедии я не вижу, но я четко могу сказать, что, вот, скажем, усиление репрессий в отношении крымских татар прямо пропорционально тому, как реагируют на это на Западе. Поэтому те люди, которые говорят, снова надо пустить Россию, в какой-то мере должны взять на себя ответственность за то, что усиливаются репрессии в Крыму. Да, они там хотят получить, сколько они там задолжали, 30 миллионов евро, деньги им нужны. И потом разговор о том, что нужен диалог. Какой диалог? Как будто бы за все годы пребывания этой парламентской ассамблеи этих депутатов от России хоть что-то когда-то сказал, противоречащее мнению Путина. Нет. И причем там депутаты, которые единогласно голосовали за аннексию Крыма, за ввод российских войск на территорию Украины. А какие могут быть с ними дискуссии? Тем более сейчас, говорят, там даже формируют состав делегации, куда будут входить еще и представители из оккупированного Крыма. Это вообще будет абсурд какой-то. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Поэтому задача наша, в том числе и депутатов от Крыма, конечно, все время поднимать этот вопрос. И вот это вот главное. А
то, что национальная территориальная автономия, это не только, во-первых, восстановление законных прав коренного народа, но и в то же время фактор именно на деоккупацию. Если бы там была национальная территориальная автономия, я не говорю о том, чтобы исключала возможность оккупации, но она была бы значительно затруднена. С вами радио Крым Реалии, Мустафа Джемилев в нашей студии. У нас есть еще телефонные звоночки. Пожалуйста, выпускаем первого нашего слушателя. Вы в эфире. Представьтесь, откуда вы нам звоните, ваш вопрос или комментарий. Слушаем вас. Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемый Мустафа Джемилев. Скажите, пожалуйста, а что вы сделали, когда был Крым при Украине, для крымских татар? И что вы собираетесь сделать для них? Как народный депутат? Спасибо. Как народный депутат, да, наверное, потому что мы говорим о выборах. Ну, вот такой вопрос, Мустафа, ага, прошу вас. С момента провозглашения независимости, с 91 года, даже до еще провозглашения независимости, я был избран председателем Меджлиса крымско-татарского народа, и до 2013 года, практически 23 года, я возглавлял высший представитель крымских татар. И мы занимались всеми вопросами, исключительно, и бытовыми, и политическими, и социальными, всеми вопросами, связанными с проблемой крымско-татарского народа. И не только проблемой крымско-татарского народа, мы были заинтересованы в том, чтобы Украина была стабильным демократическим государством. И вклад крымско-татарского народа в именно укрепление демократии, я думаю, не вызывает никакого сомнения. Кроме того, на наши плечи ложилось и обустройство людей, которые с мест депортации возвращались, обеспечение их землей, выбывание из различных международных фондов, из государственного бюджета, средств на обустройство. Одним словом, огромный комплекс вопросов именно у нас в Меджлисе и концентрировался эти вопросы. На самом деле, если... Я понимаю, что такой вопрос, конечно, да, так вот ответить за 20 с лишним лет. Я думаю, что наш слушатель также может много и погуглить, и найти в интернете, на самом деле, да, и есть множество разных там фактов истории, очень большая история, да, но ваши основные месседжи и за все время при независимой Украине, и с момента возвращения крымских татар в Крым, да, и собственно, в конце там, 80-х, 90-х и сейчас. То есть в первую очередь для вас вопросы крымско-татарского народа это самое важное, насколько я понимаю. Да? Вы являетесь лидером крымско-татарского народа. А что сейчас люди, вы часто говорите о том, как вы поддерживаете связи, да, что вы в курсе многого, что происходит на полуострове, несмотря на то, что вам запрещен туда въезд, более того, вы находитесь в розыске на территории Российской Федерации аннексированного Крыма, по мнению, да, российских властей. То есть что сейчас важно для крымско-татарского народа, который находится там, в оккупированном Крыму, да, и что просит вас сделать, или о чем просит вас говорить, и, то есть как, потому что то, что здесь в Киеве, как это видится, да, какая ситуация, и то, что там в Крыму, это же абсолютно два разных даже восприятия ситуации. Знаете, шкала ценностей у крымско-татарского народа значительно отличается от значительной части другого населения. Я вам скажу такой вот пример, когда была блокада, энергетическая блокада, Крым весь в темноте. Вы думаете, что кто-то из крымских татар возмущался? Ничего подобного. Когда мы даже сказали, что, попросили одну ветку, там, 220 мегаватт включить, так у меня телефон краснел от звонков. Что вы делаете? Зачем вы включаете? Мы перетерпим, лишь бы эти подонки ушли отсюда. Но у другой части населения совершенно, конечно, другое. Значительно отличается. Им надо свет, надо там, чтобы благополучие. Крымские татары прекрасно понимают, что будущего в оккупированном Крыму у них нет. В составе России тоже нет. Все они связаны с деоккупацией. Что касается другой части населения, пророссийской, я, в общем-то, их тоже понимаю. Они, более 90% русскоязычного населения в Крыму, это переселенцы из внутренних областей России после депортации крымско-татарского народа. И у них, конечно, какие-то связи. Но принципиальное отличие у нас то, что, да, ваша любовь к России, понятно,
У нас тоже была любовь к Крыму, мы взяли свои чемоданы и приехали. Вам тоже никто не мешает ехать в свою родину, если вам так это нравится. Но ехать в свою родину вместе с нашей родиной мы на это не согласны. Тут очень такой вот... Сказать, что я вот представляю всех вот крымчан, я никак не могу, потому что есть в самом деле, есть в Крыму люди, которые действительно ориентированы на Россию. Но не все крымские татары в Крыму, они проукраинские. Мы же видим крымских татар и на там, местном телевидении, например, или в органах российской власти Крыма. Это да, она, как и всегда, везде, как во время вот этих военных конфликтов, оккупации бывают коллаборанты, но к нашему удовольствию число этих коллаборантов очень ограничено, и они как-то во многом изолированы от своего народа. Ну, с ними не здороваются, с ними за стол не садятся, и на похороны не ходят, на свадьбы не приглашают, и их число не увеличивается. Это нас радует. Ну, а то, что они были, есть и будут, это вполне понятно. Мы не идеальная нация, у нас есть... Как-то один француз говорил, если у народа нет предателей, нет наркоманов, нет проституток, что это за нация? Должно быть всего понемногу. Лишь бы это не зашкаливало. Да, но это надо было тоже отметить, да, потому что и среди комментариев, и разных звонков, то есть мы видим и там в соцсетях и прочее, что... Мне интересно, с вами как-то пытаются связаться крымские татары, которые за Россию выступают? Они как-то вам пишут, например, свое мнение или что-то еще, или нет такого контакта? Как там, не знаю, пожаловаться или сказать, что вот вы не правы. Выходят ли они на связь? Такого неправы нет, такого нет. Но вот мы же вынуждены были, надо было спасать свой народ в этой ситуации. Да? Есть какие-то вот формы оправдания, но эти оправдания очень жидкие такие, они не воспринимаются. Мустафа Ага, еще вопрос, да, по поводу, опять-таки, вашей депутатской деятельности. Вы знаете прекрасно, что такой вот закон о свободной экономической зоне Крым, за который вы, кстати, голосовали, вы его поддерживали, вот он является... Я не голосовал, там что-то ерунда, не голосовал, да. Это ошибка какая-то, да. Конечно. Вы знаете прекрасно, что многие и крымчане, да, они и активисты, и правозащитники, они выступают против вот этого, да, потому что крымчане признались в один миг нерезидентами страны, это многих очень сильно ранило, обидело. С другой стороны, есть крымчане, которые вот просто объясняют и говорят, что это логично, потому что для того, чтобы налоговые вопросы все были решены на этой оккупированной территории, да, для того, чтобы они были сняты, то есть вот была сделана такая история, Георгий Логвинский много лет тому назад, когда как раз пик, наверное, был, этого всего нам объяснял в наших программах Крым Реалии тоже это, что это, в принципе, никак не должно оскорблять, с одной стороны, да, потому что это вот такое вот регулирование, да, и решение на тот момент. Ваше отношение все-таки к этой свободной экономической зоне Крым, да, и торговля, может быть, с Крымом, вот в этом также претензии, то есть нерезиденты и торговля с Крымом. Две такие претензии. Тамила Ташева сказала, что в «Голосе», например, она видит, что одно из таких решений, которые должны быть приняты в новой Верховной Раде, это как раз отмена этого. Поддерживаете ли вы отмену или пусть дальше действует как свободная зона? Вообще термин «свободная экономическая зона» применительно к оккупированному Крыму, который превратился в большую зону лагерную, это вообще абсурд. Но вот этот вот закон, он действительно лоббистский, он в интересах тех предпринимателей, которые на этом зарабатывают деньги. Да, категорически мы были против, мы еще, по-моему, обращались к президенту, чтобы он ветировал ее, но этого не произошло. Сейчас тоже раздаются голоса о том, что, вот, например, Кравчук недавно сказал, что вот надо торговать, мы же торгуем с Россией, а почему не можем торговать? На старость лет, видимо, с этим человеком что-то произошло. Что значит торговать с Россией, российским государством, другое дело с оккупированной территорией. И потом, если мы торгуем с оккупированной территорией, где у нас основания говорить о том, чтобы там продолжались санкции против... Я, кстати говоря, в 2014 году в разговоре с Эрдоганом продвигал претензии на то, что турецкие корабли туда заходят, правда, под разными флагами, в том числе под флагом великой морской державы Монголия. Торгуют там, завозят, вывозят. Ну, Эрдоган говорил, вообще-то мы запретили, ну, какие-то, может быть, эти контрабандные ходят. И в то же время сказал, а вы же сами торгуете.
А что вы другим? Какие могут быть у вас упреки, когда вы целые колонны каждый день там ездят, торгуют? А почему другим нельзя торговать? Но мы придерживаемся вот этих принятое решение Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта о том, что это оккупированная территория, не торгуем. И если мы сейчас снимем блокаду и начнем торговать, тогда уже все, считайте, тему Крыма закрыта уже. Мы сами примирились, мы уже считаем нормальным с ними торговать и придерживать нормальные отношения. Когда вот этот вот принимался закон, кстати, Лагвинский тоже мотивировал это тем, что вот, дескать, нужно поддерживать какую-то связь с оккупированной территорией, приводил пример Грузии, вот что там тоже подобное этому. Но это неправильно. Это невозможно торговать с оккупированной территорией. И это противоречит вообще любому здравому смыслу. То есть ваша позиция в этом смысле однозначна. Однозначно. А есть ли сейчас факты такой вот торговли с Крымом и материковой частью Украины? Контрабандно, да. Ну вот, скажем, Ильменит, как-то там она поступает туда, опять на вот это заводы Фирташа, правда, через какие-то там обходные пути. Они не прямо, а через Россию как-то завозят, порт Новороссийска, и потом корабли где-то останавливаются там на море, перегружаются на другие, на российские корабли. Такие вещи делают. Ну, надо это отслеживать. Но у нас береговая охрана не очень сильная в этом плане. Поэтому получается у них пока. Интересно. Спасибо вам за то, что к нам пришли. Мы продлили, с вашего позволения, эфир. Ну, как с вашего позволения, у вас выбора особо не было, потому что вы уже в студии. Мы видим, что была активность и по звонкам, и по комментариям. Очень много разных комментариев, но тут уже дискуссия у людей. Я призываю вас, дорогие наши слушатели, зрители, читатели, посещать сайт Крым Реалии, где много есть разных интервью, и мы также анализируем, разные авторы Крым Реалии анализируют и списки избирательные, и позицию крымско-татарского народа, и вообще, кто из крымчан идет сегодня в Верховную Раду, какими путями. Это все тема, которая интересна. Общая повестка страны, она очень интересна и вызывает большой интерес также у жителей Крыма. Поэтому призываю вас писать к нам, задавать свои вопросы, кого бы вы хотели увидеть в этом эфире в том числе. Мустафа Ага, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам, но это уже тоже дань предвыборной кампании в том числе. У вас тоже в некотором смысле здесь нет выбора, нужно ходить в эфиры. Если есть вот там минута, вот есть минута для того, чтобы вы обратились к крымчанам, тем, кто нас слышит или смотрит в интернете, что бы вы хотели им сказать? Я еще раз хочу повторить, что будущее у Крыма в условиях оккупации в составе Российской Федерации нет и не может быть, потому что оккупация никогда признаваться мировым сообществом не будет, и она будет все время загнивающим таким регионом. Там невозможно защитить права человека. Можно, конечно, добиться освобождения кого-то. Сейчас какие-то списки обмена. Тоже абсурдные вещи, потому что сегодня там по этим спискам обменяешь кого-то, завтра Путин еще 10 раз больше посадит. Я на всех международных форумах говорю, невозможно защитить права человека, пока не будет освобожден от оккупации. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы как можно скорее сапог оккупанта был освобожден, Крым был освобожден от этого сапога. Другого выхода у нас нет. Спасибо вам огромное. Это был Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, действующий депутат Верховной Рады Украины, человек, который идет также по спискам в будущий созыв. Когда выборы будут, мы, кстати говоря, с вами на эту секунду, на момент эфира не знаем, да, но тем не менее все в ожидании, все понимают, что это будет скоро, и все готовятся, как политические партии, так и мы с вами, которые пытаются проанализировать, что же нас с вами ждет, кто же нам дает ложные обещания, а кто нет, и что стоит за теми или иными политическими силами. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами на 105,9 FM. На сайте Крым Реалии можно слушать нас онлайн. Отдельно наши эфиры в прямом эфире или уже в повторе смотрите на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно. Ну что, крымчане имеют право знать, поэтому мы вещаем для вас. До новых встреч!